Расследование ведется, но если не выполняются элементарно самые простые вещи, я не думаю, что что-то изменится в более серьезных вопросах. Ну, вы представляете, да, для того, чтобы запустить интернет, тут много времени не нужно. Это делается, наверное, проще простого. Но, однако, проходит 5 дней, и до сих пор интернет нету. И более того, очень, это прям сегодняшняя информация, у нас очень много людей, наших помирцев, поступают в российские вузы. И, соответственно, вот сегодняшняя информация есть люди, которые должны были тестирование в режиме онлайн пройти. И, соответственно, если нет интернета, то, соответственно, они и не могут в этом участвовать. И, насколько я знаю, первая группа этих молодых, это дети еще, это которые там только-только поступают, хотели бы поступить в российские вузы. И вот, насколько я знаю, сегодня первая группа выехала в Душанбе для того, чтобы просто участвовать в онлайн-тестировании. Вы себе можете, ну, и вы не были на Памире, и, наверное, вы не можете себе представить, что это такое. Это 600 километров пути в одну сторону. Это 1200 километров туда и обратно. И это в финансовом плане, это 700 рублей дорога. 700 рублей, это 700 сомонов дорога. И, чтобы вы понимали, средняя заработная плата там, это, ну, пенсия там, допустим, 300 сомонов. И 350 рублей, это 350 сомонов, это один конец. И для того, чтобы студенту на сегодняшний день, вот те, которые, абитуриенты, которые там хотели пройти тестирование в онлайн-режиме в российских вузах, им для того, чтобы подключиться к этому, им нужно ехать 600 километров, чтобы подключиться, просто чтобы пройти этот тест. И что тут еще можно сказать? Конечно, это катастрофа. Это катастрофа. И я более чем уверен, что если не могут дать интернет, то что тут можно говорить о том, чтобы они сейчас своих людей приведут и накажут. Тем более, насколько я знаю, и наши источники говорят о том, что когда приходили на задержание нашего брата Гульведина Зиобекова, люди были без опознавательных знаков. На автомобиле, на котором они приехали, тоже не было э, номерных знаков. И тут вообще можно придумывать все, что угодно. Поэтому я более чем уверен, что я не знаю, к чему это приведет, но я думаю, навряд ли они этих людей накажут. Ну, по крайней мере, я почему-то уверен, мы для этого будем делать, прилагать максимум усилий, но думаю, что если мировое сообщество не обратит на это внимание,